Есть много людей, которые имеют связь с высшим я, тогда они не могут называться ченнелингами или только души, попавшие в нижний астрал, могут передавать информацию. Но ченнелинг, вообще ченнелинг, ченнел– это канал, да, поэтому ченнелеры– это люди, которые подключаются к тем или иным каналам и передают информацию. Каналы в основном идут от эгрегоров. Эгрегоры, как я говорила, они на астральном плане. И ченнелеры сами они не могут понять, откуда, к какому каналу они подключились, если даже вдруг, сущность, которой они подключились, будет говорить даже, что это, например, я прабабушка Елены Кондаковой или я там, такой-то, такой-то мастер вознесенный. Это может быть неправдой, потому что чтобы мы доверяли или чтобы мы даже тешили свое эго, как ченнелеры или как регрессологи, иногда, там подмена, очень сильная идет. Поэтому души с астрального плана в основном подключаются к каналам. Высшее я никогда никаким каналом не подключается. Оно всегда это очень чистый канал. Поэтому нам важно возвращаться к своему высшему я, только исполняя свои задачи матрицы души. Вот как по назначению, не по предназначению, по назначению, миссию, и еще выполнить больше, чем нам задано, да? И только тогда, выходя в свое высшее я, мы можем, вознестись и избавиться от, порочного круга, как реинкарнация, либо же еще вообще от застревания, от инкарнации. Почему, нежелательно получать информацию от ченнелеров или самим подключаться к ченнелингам? Потому что, это очень сильные эгрегоры, и каждый эгрегор может затягивать. Это как воронка. И однажды попав в какой-то сильный эгрегор, мы можем оттуда и не выпутаться. Поэтому вот эти всякие путешествия, в астральные планы, ченнелинги, подключение к разным каналам делать нужно, только людям, которые устойчивые, у которых стержень сильный. Мне кажется, даже сложно бывает опытным людям, не дай бог, подключиться к каналу, в котором, ну, очень много голодных духов, да, канал, который долго был закрыт, и не дай бог его открыть, и, это будет потом очень-очень сложно не только человеку, который открыл этот канал, но и тем людям, которые живут рядом с ним. А слабое звено у нас дети, больные родители или больные слабые люди, которые живут рядом с нами. Благодарю за вопрос.